В Магасе прошла традиционная встреча с представителями казачества республики и президентом Ингушетии Муратом Зязиковым. Северокавказский регион считается колыбелью российского казачества и инициатором возрождения современного казачества, сказал глава Ингушетии в беседе с казаками. Казачество наше цементирует все национальности, и у нас наше большое богатство, я считаю, это самое большое богатство нашей страны, это то, что мы всегда были многонациональны, многоконфессиональны. И Россия всегда была многодетна. И это как в такой большой, хорошей, дружной семье. Когда помощь оказываешь и сопереживаешь, и это делаешь, вот, помощь оказываешь не тогда, когда тебя просят, это само собой, а тогда, когда даже и в хорошем, и в плохом, когда мы вместе. Казаки ничем отличаются от остальных служилых. Они очень надежные, и вот этот дух свободы, мужества, наверное, как ни у кого. Возрождение казачества, принятие закона о реабилитации казачества является примером доброй политической воли российского руководства, избравшего демократический путь развития. Главная задача казачьих формирований республики, отметил в беседе с казаками президент Ингушетии, это активное участие во всех сферах жизнедеятельности, проведение работы по укреплению добрососедских отношений со всеми субъектами Северного Кавказа и России, сохранение самобытной культуры народов Юга России. Казаки всегда верой и правдой служили России, были защитниками ее интересов. Вы, как отметил Мурат Магомедович, способствуете консолидации общества в целом и поддержанию общественного порядка. И сегодня очень хорошо, что в нашей республике казачество возрождается. У ингушей было немало сынов, которые верно служили нашему Отечеству, не изменяя присяги, данной ингушами во время добровольного вхождения в состав России в 1770 году. Мы всегда помогали и будем поддерживать все благородные намерения и дела. Наша задача – верой и правдой служить своему государству. А служба, она начинается с собственного дома, с собственного народа, с собственной республики и с региона. Казачество, оно всегда ведет одну линию, государеву. Всегда она за целостность России, за ее мощь, за ее благополучие. Атаман окружного казачьего общества по республике Ингушетия Магомед Батыров в свою очередь сказал, что он благодарен главе республики за ту работу, которую он проводит с целью возрождения казачества, стабилизации ситуации на юге России. Казачество приветствует и одобряет вашу политику по возрождению экономики Ингушетии, восстановлению дружбы народов, сказал он. Мы видим, какую большую помощь руководство республики оказывает казакам. Сегодня представители ингушского казачества работают в органах государственной власти, народном собрании, общественных организациях. Вы всегда оказывали нам как материальную, так и моральную помощь. Мы знаем, что среди ваших родственников было 4 георгиевских кавалеров. Дальше продолжил тему Соломбек Евлоев. Он сказал, ингуши, русские и многие другие народы веками жили в мире, в согласии растили детей, защищали в боях свою большую родину Россию. Ингушские конники во всех военных кампаниях России проявляют чудеса храбрости, сражались. В русско-турецкой войне на Балканах 1877-78 годы ингушский конный полк в составе казачьей дивизии первыми атаковали крепость Щипку. И сейчас оттуда вот должны привезти документы, где отмечены, значит, имена ингушей, записаны там даже. И за проявленную храбрость в этом сражении император России Александр II удостоил этот полк личным штандартом. Таких прецедентов раньше не было даже. Нет никакого сомнения, что у ингушей имеется сословие казаков. И это братство с казаками Дона, Кубани закреплено на полях сражений. Казачество и дальше будет делать все необходимое для укрепления согласия, мира и стабильности в регионе, сказал Соломбек Евлоев. Работой президента народ доволен. Республика успешно развивается, республика строится, республика имеет авторитет перед руководством России. Но людям хочется быстро, чтобы все делалось, а быстро все не делается. Для этого нужно время. Казаки, скажет Муса Далгиев, потомок известного Уцыга Малсага, это не национальность, это люди долга, чести, преданности своему народу, стране и родине. В конце встречи казаки предложили президенту Ингушетии вступить в казачье общество, на что наш глава Ингушетии ответил: с удовольствием.
Елизавета Сампеева, Маз Гигеев, Фатима Хидриева специально для программы «Вести Ингушетии».